Позади праздничные выходные. Я надеюсь, женщины счастливы. Женщины счастливы? Да. Наверное, только в том случае, если не получили в подарок розовый шуруповерт. Это точно, по статистике Яндекса, это самый частый запрос среди необычных подарков к 8 марта. Да, на прошлой неделе мужчины искали что-нибудь необычненькое. Вот букет из носков там был, представляешь, розовый шуруповерт. И вот эта вот штука, которая заряжает аккумулятор. Это все, знаешь... Я об этом нашим зрителям рассказывала. Да, похоже больше на месяц, за 23 февраля. Прямо сейчас мы узнаем, какие подарки все-таки можно вернуть. Но вдруг там не угодили, да, всякое бывает. У нас в гостях начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Регина Акмалова. Регина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Розовый шуруповерт сдать можно? Розовый шуруповерт сдать можно, да. Но давайте сразу ограничим. Есть товар, который надлежащего качества. Есть список, согласно постановлению правительства, которые обмену и возврату не подлежат. Ну, например, это те же цветы. Нельзя вернуть. Нельзя вернуть. Книги, печатные издания, да? Нижнее белье, это чулочно-носочные изделия, это украшения ювелирные, также туалетная вода, духи и так далее. То есть эти товары, если они надлежащего качества, обмену и возврату не подлежат. Ненадлежащего, это значит сломанные, аромат не тот, я правильно понимаю? Тогда вернуть можно все. Тогда вернуть можно, да, все верно. Дырочку какую-нибудь обнаружили. Все верно. На носочках, которые подарили. Но все хорошо. То есть вот эти самые сертификаты, мы уже миллион тысяч раз об этом говорили, повторяем снова. Сертификаты подарочные вернуть и получить за это деньги можно. Давайте запомним 3 важных момента. Первое. Сертификат не имеет срока годности. Если там написано действует 6 месяцев или год, то по истечению срока вы также можете воспользоваться услугой или товаром. Но интересно, а мы приходим в магазин, они нам говорят, вот же срок написан, все, ваш сертификат не действует. Что да. делать тогда? Обращаться к ним с претензией. Пишем в 2 экземплярах обязательно. На вашем экземпляре, чтобы они поставили подпись, что они приняли. Ждем 10 дней. Если вам не вернули деньги, то обращайтесь в управление Роспотребнадзора к нам, а наши сотрудники уже помогут составить претензию, и в судебном порядке вы будете отстаивать свои права. Для возврата чек обязательно? Не обязательно. А если, например, кто-то купил сертификат, расплатился банковской картой, то деньги вернутся человеку, который купил сертификат? Или деньги тому, возвращаются и тот, кто купил, и тому, кому подарили. То есть мне, например, подарили сертификат, я пришла, в любом случае деньги мне должны будут вернуть. Сколько тебе сертификатов подарили за 8 марта? Ты так активно включилась в эту тему. Я переживаю за женщин. Нет, вообще, мне кажется, это абсолютно по-честному. Если тебе подарили сертификат, подарили от чистого сердца, ну, тебе, допустим, эта услуга или товар не очень нужен, ну, ты пошел на денежку, собственно, обменял обратно, да, нужное. Да, и что-то нужное. Прекрасно. Давайте второй момент. У вас сертификат, допустим, на 1000 рублей. Вы ходите по магазину, мучаетесь, что-то еще набрать. Вы, допустим, набрали товар на 900 рублей, хотите... Ну, не можете что-то подобное себе похожее или что вам нравится. Вам говорят, ну, наберите еще, потому что необходимо купить, как часто они говорят, на 1001 рубль. У меня была такая ситуация в известном большом магазине косметики, который относительно недавно открылся. Ну, я вот на 900 рублей, правда, набрала, но не подрасчитала. И мне говорят, нужно еще добрать, потому что сдачу мы вам дать не можем. И это является нарушением закона о защите прав потребителей. Вам должны вернуть разницу между стоимостью сертификата и стоимостью вашего товара. А если мне сдачу не дают, то... Также алгоритм тот же: пишите претензию, дожидаетесь 10 дней, если вам не вернули деньги, да, и обращайтесь уже в судебном порядке. Также к нашим специалистам можете проще попозже. Никак нельзя, да, просто сказать им, вы знаете, есть такой закон. Но они действительно не все знают о существовании такого закона, потому что у нас есть практика положительная и с теми же магазинами крупными, сетевыми, которые свою деятельность ведут по всей нашей стране. Но не будем забывать, это могут не знать администраторы, это могут не знать продавцы, но тем не менее, когда оформлена правильная претензия, уже юридическая служба, уважающая себя компании, увидит это и, конечно же, будут следовать букве закона. Так, я 2 пальца уже загнул. Третий еще какой-то момент. Ну, третий момент мы уже проговорили, что вы можете вернуть и всю полную стоимость. То есть первое, нету срока годности, второе, можете вернуть разницу, и третье, можете вернуть полную стоимость сертификата.
Хорошо, у нас несколько тем сегодня для обсуждения. У мусульман сегодня начался месяц Рамадан. Они уже приступили к посту, да, многие держат уразу. Вот с точки зрения специалистов Роспотребнадзора, каким должен быть прием пищи у мусульман, чтобы вот чувствовать себя супер хорошо, супер комфортно в течение ближайшего месяца? Ну, конечно же, мы поздравляем всех мусульман, да. Хочется сказать, что в этом году интервал между приемом пищи будет составлять от 14 до 15 часов. Понятно, это переходящий, да, праздник и пост. Если на лето, конечно, выходит, то у нас и световой день длиннее, да. Если мы в обычной жизни, у нас прием пищи от 3 до 5 раз, то во время поста прием пищи будет два раза. Это утренний и вечерний. Соответственно, мы даем рекомендации. Это надо исключить пищу, которая содержит в себе скрытую соль. Ну, или соленые продукты. Это колбаса, сыр, соленый сыр, да? Это копчености, это соусы, которые будут вызывать жажду. Первая рекомендация. Вторая – это тоже отказаться лучше от кофе и вообще чай, который содержит кофеин, да? Потому что он обладает мочегонными свойствами. Опять же, это будет приводить к обезвоживанию организма. Третье, лучше отказаться от кондитерских изделий и заменить это на фрукты свежие, ягоды, сухофрукты или орехи, потому что они содержат в себе микроэлементы, макроэлементы и витамины, которые будет очень необходимо в этот период времени. Если поговорить о утреннем приеме пищи, то лучше предпочтение отдать легкой какой-то пище. Это овощи, фрукты, яйца, творог, йогурт. Этого достаточно будет на весь день? Ну да. И вечером все-таки не переедать, кушать медленно, чтобы насыщение приходило постепенно, потому что мы понимаем, что так как после того, как мы покушали, насыщение приходит только через 20 минут. Обязательно это тоже должна быть не тяжелая пища, не какая-то это жареное мясо. Да? Мясо лучше выбирать нежирных сортов, рыбу, курицу, те же овощи. Ну и рекомендация после плотного ужина лучше сделать небольшую прогулку. То есть не ложиться поели и сразу ложимся спать. Ну и масленичная неделя стартовала сегодня. Выбираем продукты для блинов. Ну и вообще в целом, да, вопрос такой. Как выбрать качественные продукты, что нам поможет? Ну, во-первых, это молочная продукция, да. У нас есть отличное приложение «Честный знак», с помощью которого мы можем отследить и подлинность, и свежесть продуктов. Каких продуктов? Это молочные продукты, да. Только молочные продукты? Но если мы говорим конкретно для масленицы, это молочные продукты, да. Дальше выбираем мы муку. Самые пышные, вкусные блины будут из муки высшего сорта пшеничной, да? Но те, кто заботится о своем здоровье, не хочет высококалорийные, они могут заменить на ржаную муку, на гречневую муку, на рисовую или более как бы ниже сортов. Обращаем внимание, муку выбираем в пакетах бумажных. Дома храним также в каких-то там пакетах, не надо в полиэтилен. Да, так она перестает дышать, мука. И просеиваем. Обязательно смотрим на насекомые, потому что если вы делаете запасы заранее, то, возможно, заведутся какие-то насекомые. Поэтому обращаем на это внимание. Ну и давайте поговорим о начинке, потому что какие блины без начинки. Кто-то любит варенье, да? Кто-то любит сгущенное молоко. Стоит помнить, что один блин – это от 100 до 120 калорий. Да? Если мы съедаем 2-3 блинчика, это у нас уже полный прием пищи по калорийности закрывает. Поэтому, как бы, насколько блины не были вкусными, смотрим все-таки и не переедаем. Я думаю, есть смысл, да, упомянуть, какая средняя калорийность должна быть за целый день для взрослого человека. Ну, для женщины, если это офисный работник, сидячий, то 1500 калорий. Для мужчин это около 2000 калорий. Но понятно, если это физическая нагрузка, то калорийность повыше. Что ж, да, выпекаем блины, делаем это с удовольствием. У вас так глазки просто заблестели в тот момент, когда мы заговорили о начинках. Спасибо большое за вдохновение такое с утра. Напоминаем, да, про приложение «Честный знак», которое поможет вам выбрать именно качественные продукты, проверить их на качество. Да, его можно скачать себе на смартфоны. Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, была сегодня вместе с нами.